На берегу живописного озера Инкит, где буйные леса отражаются в зеркальной глади воды, беззаботно играли два медвежонка, известных как белошейки. Их белоснежные пятнышки выделялись на фоне темно-коричневого меха, привлекая внимание каждого. Наверняка вы задумались, как эти белошейки здесь оказались. На протяжении месяца медвежата находились под опекой волонтеров из Пицунды. К ним обратились представители благотворительного фонда помощи бездомным животным «Щенячий ангел» и попросили забрать медвежат из Тхуарчала. Там местный житель, обнаружив, что медвежата отбились от стаи, связался с ними, дабы найти белошейкам безопасное место. Опыта мы не имели с медвежатами. Первый раз, каждые 2 часа мы их кормили, как за маленькими детьми ухаживали. Как более они подросли, начали выводить их на прогулку по 4-5 часов. То есть от Пицунды до озера Инкит и обратно. И медвежата вели себя великолепно. Хорошее настроение, постоянно у них они активные. Провели мы им вакцинацию, потом уже они у нас находились неделю в инкубационном периоде. Мы их забрали где-то в 10-дневном виде. Да, медвежата у нас питаются не сухим молоком, коровьим молоком. Мы научились даже доить коров для того, чтобы, соответственно, кормить этих медвежат. После проведения вакцинации медвежата были готовы к транспортировке в Россию, где для них подготовлены более подходящие условия. Однако из-за сложности с документами и процедур на границе их пока не удалось вывести. Потребовали какое-то разрешение от Россельхознадзора на ввоз на территорию Российской Федерации, хотя законодательно медведи являются, у нас, это здесь, это краснокнижный вид, и несмотря на это нам Комитет экологии выдал все разрешения. То есть у нас все официально, все с печатями, это как бы действительно первый случай, когда медведи выезжают официально из Абхазии и пересекают границу. Фонд «Щенячий ангел» – некоммерческая организация, работающая в основном на пожертвования. Они помогают спасать животных, финансировать стерилизацию и медикаментозное лечение. Медвежатам предстоит передача в специализированный центр для диких животных в Волгограде, где им будет обеспечено должное содержание. Это необходимо для их безопасности, поскольку они привыкают к людям и не могут выживать в диких условиях самостоятельно. У них есть огромные вольеры, у них есть площадки для выгула, то есть условия, приближенные к тому, как они живут в дикой природе. Наш фонд на себя берет обязательства по их содержанию, то есть мы будем оплачивать еду, кастрацию в дальнейшем, они обязательно будут кастрированы. Соответственно, если нужны какие-то там врачебные будут манипуляции, там кто-то заболел, а содержаться будут там. В Абхазии нет зоопарков или специальных приютов для диких животных, таких как медведи. Это создает серьезные сложности, когда возникает необходимость позаботиться о животных, которые остались без присмотра в природе. По закону есть право изъять дикое животное. Проблема в том, что после этого просто некуда его поместить. В отличие от медвежат, ситуация со львами немного проще, потому что в таких случаях есть возможность обратиться, например, в Ватсонский парк, где могут согласиться принять животное. Однако такие возможности ограничены и не всегда доступны для других видов диких животных, отметил эколог по Гагарскому району Инал Амаба. Медвежата наши, а львы это все привозят. То есть это никто их здесь не выращивает. В прошлом году, получается, в парке грифоны были ястребы, были обезьяны, были другие животные, лемуры были. То есть животные, которые у нас не водятся. Это все привозные животные, которые привозят в Россию. Там у них есть документы, здесь у них нет и быть не может, потому что у нас любое содержание диких животных в неволе запрещено. Просто запрещено и без никаких-либо оговорок. Пицунские волонтеры дали медвежатам абхазские имена – Дамш и Абаат, надеясь, что эти имена сохранятся. Окруженные заботой и вниманием медвежата стали частью жизни волонтеров, которые, несмотря на привязанность к малышам, понимают, что переезд в специализированное учреждение для диких животных обеспечит им наилучшие условия для развития и возвращения в естественную среду обитания. На встрече с медвежатами присутствовали школьники Пицунской средней школы номер 1, которые были вдохновлены этим опытом. Волонтеры подарили детям книги об охране экологии, чтобы подчеркнуть важность защиты дикой природы и привлечь их внимание к вопросам сохранения окружающей среды. Сария Кварацхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение.